Добрый день, дорогая Зарина. Я счастлива быть в Нальчике. И несколько экспертов сказали нам, что тема адыгов, абхазов и мудрых женщин – это точка пересечения, в которой должна быть обязательно Зарина Канукова. Поэтому приветствую тебя на нашем проекте о мудрых женщинах «Птица Феникс». Спасибо большое, Мактина. Я тоже очень рада тебя видеть. И когда я узнала, что ты своими выпусками передач, своим проектом объединяешь наши народы, я, конечно, очень обрадовалась. Я, может быть, начну с такой непростой темы, чувствительной, да? Но в то же время она касается каждого человека. И когда я знакомилась с твоим творчеством, эти строчки меня тоже очень тронули. Можно я их повторю? Я скучаю по маме, открыто и нежно, протяжно. Я скучаю по маме, надрывно и зло в выступлении. Почему скучает сегодня Зарина Канукова? Вот как бы ты продолжила эту мысль? Я вообще, Мактина, обнаружила, что вот я вчера шла просто по улице, причем не по тенистой стороне, а солнце печет, как бы и должно быть дискомфортно, да? А я иду и думаю, вот бы написать сейчас у себя в статусе: я проживаю лучшие минуты жизни. И пусть друзья гадают, что она там делает. Вообще нет ностальгии. Я иногда скучаю по друзьям, по одноклассникам, с кем не бывает, да? А вот так, чтобы сильно скучать по прошлому, вообще этого нет. И это же вопрос выбора, да? Когда любая женщина, любой человек сам выбирает для себя. Либо он грустит и говорит, как жаль, что этого уже нет, про прошлое, да? Либо он мыслит тем, что есть сейчас, и нацелен на какое-то будущее, да? И вот когда мы говорим о наших народах, а мы с тобой представители для нас самого любимого, уникального, особенного народа. Когда мы думаем о нашем народе, а ты еще думаешь об этом профессионально, то ты тоже могла бы говорить о прошлом с болью, с грустью, но можешь выбирать из этого прошлого лучшее и нацеливать нас на те знаки, символы, образы, которые будут помогать нам жить и женщинам, и народам в целом. Как такая связь с Абхазией у тебя появилась? Что для тебя дорого в наших народах? На что нам нужно обратить наш взгляд любви, наверное? Мы не выбираем, кем мы рождаемся, это уже как бы решено за нас. И где мы рождаемся. И семью мы не выбираем, и род свой. Но я выросла в селе, и я знаю язык, родной язык хорошо знаю. И я читала много книг. В доме всегда были книги, причем новые. Это и российские издания, и зарубежные. Папа собирал библиотеку, и мои братья, они все старше меня, я 6-й ребенок в семье. И то, что читали старшие, понимаю я этого или нет, я всегда читала тоже, вслед за ними. Абхазия появилась замечательным образом. Я уже работала в редакции, в газете, и это была моя первая командировка, причем это был такой фестиваль адыго-абхазский, абхазо-адыгский, очень громкий, очень яркий, и в 92-м, том самом году. И этот фестиваль, благодаря вот этой поездке, у меня, например, в жизни появилась ближайшая подруга Мадина Саральп. Мы с ней познакомились в этой дороге в Сухум, в Абхазию. И где-то через месяц случилась война. И я тогда много чего не понимала, я не разбиралась в политике, и сейчас я не сильна в этом. Но, конечно, это был такой политический жест. Я теперь уже понимаю, что этот фестиваль, где собрали диаспору, где собрали адыгов в одной точке, да, и уже чувствовалась напряженность и в Сухуме, и на дорогах, на перекрестках. Все это ощущалось, мы уже видели, как вооружены ребята, нас охраняли. И потом уже, когда
где-то через месяц война, и мой брат погибает в первом бою, это в Гаграх. И война еще продолжалась, смогли привезти тело, его похоронили у нас в селе. Ибрагим Яганов был командиром этого отряда, и Ибрагим предложил поставить памятник первым вот погибшим в этом бою. Это Науржанов Ибрагим и мой брат Нургали Кануков. Вот так совпало, что с Ибрагимом мы были знакомы очень хорошо. Он учился на историческом факультете, я на филфаке, но мы пересекались, так как, будучи студентами, у нас была студенческая хаса. Это был такой замечательный курс историков. И, кстати, именно Ибрагим возродил, так скажем, да, вот наше адыгское знамя. Это вот эта группа историков, они вытащили наружу из архивов очень ценные сведения для нас. Архивные источники, не было интернета, не было доступа вообще к этим источникам, а вот они сделали этот первый шаг. И вот еще идет война, Гагры освободили, Гудаута освобождена, и штаб находится там, Сухуми еще воюет, и мы едем, везем памятник. Я младшая в семье, но я журналист. Я уже начала работать, и я отвечала на вопросы. Множество вопросов было, это были и российские эксперты, и зарубежные эксперты. Все эти вопросы задавали мне, вот так как я могла на них ответить, наверное. Я отвечала, как могла. Поставили памятник на Мамзышха. Он и сейчас стоит. С кем я смогла вот после войны посетить это место? Это Гули Михайловна. Кичба. Да, Гули Михайловна. И я очень благодарна ей, что она поехала со мной туда, поднялась. А потом уже позже приезжали дети из Гагрской школы, где есть специальные классы, которые носят имена Ибрагима Науржанова и Нургали Канукова. И с ними приезжала тогда учительница, она сейчас директор школы Мадина Ажба. А потом я узнала Хану Гунба. И вот эти девушки, которые живут там, которые занимаются тем, чтобы вот эта память о наших ребятах не исчезла, вот они меня очень хорошо поддержали и поддерживают и сейчас. Я видела много разной информации, и те моменты, которые запечатлели, как на Мамзышхе ты посещала могилу брата, и с той встречи, когда вы объединялись с абхазами в 90-е годы, да, как фестиваль или форум это был, да, абхазо-адыгский. Были и научные форумы, были разные поездки. Я старалась появляться в Абхазии и посещать это место. Это для меня и для мамы, мамы уже нет в живых, она всегда спрашивала, а если будет война, памятник уберут? Вот она не имела представления, что это за место, что такое вообще Абхазия. Она и мой брат, они сказали, никакой пенсии маме не нужно, мы откажемся, даже если будут выдавать, вот как родственникам погибших. И более того, мой вот единственный брат, он сказал, я не буду ездить в Абхазию, в мире много мест замечательных, где я могу отдыхать, но если, говорит, я там появлюсь, это будет, вдруг подумать, что мне что-то нужно, потому что мой брат там погиб. А ты, говорит, не теряй связь, мы на тебя надеемся. И я приезжала и в сложные годы. Я помню, что мы поднимались на Мамзышха с молодыми учеными. Я хотела сама купить цветы, я знала, что у ребят нет денег. Но они мне не позволили этого сделать. Я приезжала в Абхазию, когда говорили, вот на Новый год у нас мамалыга была на столе,
и встречались замечательно. А потом наступили другие времена. Мы пересекали границу вот по старому мосту. У нас с супругом множество историй, вот, связанных с поездкой в Абхазию, и очень много забавных ситуаций. Мы приезжали еще во время, когда старый мост, пропускная вот эта система, 8 кабинок, когда открыли новый мост, новую пропускную систему, да, и мы едем с супругом, и одна сумка на двоих. В этой сумке сверху наши вещи, а нижняя часть этой спортивной сумки – это вот стопочками книги. Это книги, которые нам подарили, которые мы купили, и много, ну, такие вот раритетные вещи. Художественная литература или научная, но литература. И вот это высвечивается, вот эти стопочки высветились как-то странно для них. А я уже тогда работала в редакции газеты «Горянка». «Горянка» – это республиканская региональная газета для женщин, для семьи. Она распространяется только в Кабардино-Балкарии. А мы с супругом, значит, идем, он тоже в очках, я в очках, он историк, преподает в школе. И вот эти рослые таможенники нас остановили, что вы везете. Он говорит, книги. Какие книги? Видимо, не видели, чтобы вот везли из Абхазии книги. Это все грозит нам вот достать все это наружу, а там же сверху наши вещи. Я это все быстро паковала. И он говорит, вы что, не узнали ее? Они говорят, кого? Она главный редактор газеты «Горянка». Какой молодец. И они так чуть подрастерялись и нас пропустили. Не пришлось все это доставать. Да. Зарин, а что сегодня, на твой взгляд, является точкой роста или тем местом, которое стоит орошать, бережно культивировать? Я очень стараюсь, чтобы вот адыги, абхазы не теряли эти связи, и свою маленькую такую лепту тоже вношу. И на самом деле я не знаю, что нужно делать в плане вот глобального. В глобальных масштабах я не знаю. Когда это кому-то на руку, я имею в виду, когда это вышестоящие люди, да, когда хотят, когда это видно с точки зрения большой политики. Очень быстро все налаживается и точно так же быстро разрушается. А от нас что-то зависит? Я сейчас скажу. От нас, может быть, не зависит ничего, но от нас зависит очень многое. Очень часто раньше бывало так, что вот какие-то и провокационные вопросы, и какие-то очень откровенные, понятные человеческие вопросы, как вот так, они к нам так, а вот ты к ним так хорошо. Я выбрала очень удачную, выгодную для себя, уютную позицию. Я люблю Абхазию. И это будет так. И для меня всегда найдутся люди в Абхазии, к которым я могу приезжать. Но в первую очередь это люди творческие. И до моего появления в Абхазии, до моего рождения наши художники дружили и продолжают дружить. И вот эти замечательные краски, да, живописные, эти отношения между художниками, это же все переносится из Абхазии в Нальчик, в Майкоп, в Черкесск. Это все очень красиво происходит. Но после того, как Советский Союз разрушился, и после того, как война вот произошла в Абхазии, очень заметно было, что наши писатели перестали дружить. А я застала момент общения, встречи, дружбы между Багратом Шинкуба и Зауром Налоевым. Заур Налоев – мой кумир. Баграт Шинкуба – это наше все. Например, в прошлом году мы посещали его дом-музей в селе. И хорошо, что я увидела этих людей, хорошо, что я запомнила, как они умеют встречаться, дружить, несмотря ни на что. Таких людей сегодня нет.
Но я считаю, что я могу что-то подобное нарастить на том, какие мы и что у нас сегодня есть. Первый фестиваль «Рифмы на Рице» мы посвятили творчеству и юбилею Заура Налоева. И через 5 лет мы сделали то же самое. Но эти 5 лет вот для проведения фестиваля «Рифмы на Рице» — это абхазо-адыгский литературный фестиваль, очень камерный. Мы начинали с участия только вот кабардинских участников и абхазских. Было очень трудно. Я помню, что не было никакой поддержки, никакого основания для того, чтобы начинать и назвать это фестивалем. Но поддержала Эльвира Арсалия, но она не смогла это сделать вот в широком таком масштабе, но как смогла, вот эти первые шаги она поддержала. И сейчас наш фестиваль, он расширился. И участвуют и Адыгея, и Черкесск, и Нальчик, и, само собой, вот абхазская сторона. Я зашла к Дауру Ковы, он тогда был министром культуры, и сейчас он после перерыва вернулся на это место. Я думаю, что он сейчас нас с радостью встретит, потому что именно он предложил расширить наш состав и хотя бы вот по 5 человек с каждого региона приглашать. Но фестиваль нас может ввести в заблуждение, вот само название, вот «Рифмы на Рице», фестиваль. На самом деле мы очень много делаем в течение года. Мы переводим тексты друг друга, мы публикуем друг друга у себя. Мы, например, перевели целые подборки Владимира Зонтаря, публиковали это в наших журналах. Анатолий Лагула, уже ждут его рассказы в нашем литературном журнале. Литературная Кабардино-Балкария, в газете «Адыгапсахля», в моей газете, в нашей газете «Горянка». Они очень часто появляются. И то же самое стало происходить в Абхазии. Нас стали переводить на абхазский язык. И в этом году, забегая немножко вперед, я поделюсь вот своей радостью, целый сборник черкесского поэта Артура Кенчешауа выйдет на абхазском языке. То есть сам фестиваль — это некая точка в событии, которое длится на протяжении времени и в разных формах реализуется. А еще вот расскажу. Чтобы всем было не скучно, мы бросаем жребий. Вот на самом фестивале, это обычно на озере Рица, наш тамада достает папаху, это Владимир Константинович. И мы жеребьевку проводим, у кого где будет проходить творческий вечер. Кто из абхазов приедет в Нальчик, кто поедет в Майкоп, а у кого из адыгских поэтов на следующем фестивале пройдет творческий вечер в Сухуме. И таким образом у нас 2 года назад в Майкопе образовалась замечательная группа женщин, кстати, которые стали проводить свой фестиваль в рамках нашего вот этого проекта «Круговорот поэзии». И мы назвали фестиваль адыгейский «Строфы на Руфабка». То есть в Абхазии это «Рифмы на Рице», а в Адыгее «Строфы на Руфабка». И, кстати, в скором времени нечто подобное может возникнуть и в Карачаево-Черкесии. А в Нальчике, само собой, мы всегда ждем абхазов. Здесь проходят вечера. В этом году проходила встреча с Дмитрием Габелия и с тем же Артуром Кенчешауовым. Он приехал поддержать друга. И с ними еще был замечательный актер Саид Камки. В чем сила этого сообщества людей, которые занимаются творчеством? И, как я поняла, на протяжении уже нескольких лет вы продвигаете, популяризируете, внедряете, сохраняете, оберегаете язык и культуру адыгов. Я часто появляюсь на каких-то международных площадках. И появляюсь там как писатель,
как адыгский писатель-поэт. И это часто происходит в составе русскоязычных авторов. Это очень интересно. И ни разу не было такого, чтобы я забыла рассказать про абхазский язык, про Абхазию. В мире у нас никого нет, кроме как у адыгов есть абхазы, у абхазов есть адыги. И тому подтверждение наш язык. Когда я встречаю носителей языков, допустим, тюркских языков, боже мой, как это красиво, как это мощно. Этот язык никогда не исчезнет. Потому что очень много носителей, и тюркская языковая семья, она включает множество народов. Почему мы забываем, что в мире нас очень мало? Иногда мы говорим, вот у нас большая диаспора. Да, была большая диаспора, и вот после нашего поколения, наверное, этот язык на глазах просто среди диаспоры она исчезнет. Да, в Турции открыли языковые курсы, факультет в ВУЗе, в Кайсере работает, это замечательно. Но язык наработанный очень сильно отличается от языка, который передается в семье, от матери. А в Абхазии, наверное, я бы давно так скажем, отступила бы от каких-то дел. Вот я пробовала, я и выставки привозила художников. Я часто привожу молодых людей, чтобы они увидели Абхазию, чем-то в них это откликнулось. Но всегда это связано с какими-то такими трудностями и человеческими. Знаете, что интересно? Я включаю телевизор. Обычно я появляюсь в сентябре в Абхазии. Это чтобы поучаствовать и в праздновании Дня Победы. А в сентябре что происходит? Дети идут в школу. И выпуски новостей это о школе и первоклассники. И из года в год первоклассников в Абхазии становится больше. И, боже мой, это такие красивые дети. И у нас красивые, но в Абхазии они какие-то ангелоподобные. Мы то же самое говорим про ваших детей здесь. И они, когда говорят на абхазском языке, не все, но многие. Зарин, а ты видишь, что этот рост знания языка среди деток у нас действительно отмечается? Я тоже это наблюдаю. Я этому очень рада, и я хочу, чтобы не только я, но и мои коллеги, мои друзья очень хотят, чтобы на абхазском языке создавались тексты, не только стихи, но и тексты больших объемов, серьезных жанров, снимали фильмы, чтобы мы создавали это культурное пространство, и обязательно, чтобы звучали наши языки. И именно поэтому я каждый раз нахожу единомышленников, какие-то возможности, чтобы снова что-то провести, что-то значимое для нас. И что значит для абхаза, для адыга возможность апеллировать к языку? То, о чем ты сказала, и сохранению своих традиций, возможно, да? Ты видишь деток, их действительно становится все больше, и они говорят на абхазском языке. Это вынуждено или это от того, что у нас появилась какая-то свобода выбора? Мне вообще эта тема очень интересна. Что мы выбираем, адыги? Как ты видишь этот выбор наш? Он вынужденный в связи с тем, что... И дальше ты продолжишь мысль. Или наоборот, это потому, что имеет свои сильные стороны, и ты это тоже видишь и можешь отметить? А я не эксперт в подобных вопросах. Я от души желаю всей нашей молодежи, чтобы они обрели себя и не теряли связи. У человека не отнимешь детство, да? Ты не будешь отрицать, что у него есть родители. Нельзя отрицать, что тебя родили женщина и мужчина. Но когда идет отрицание этого, я сейчас просто сравниваю, да? Когда идет отрицание,
в человеке обязательно возникнет этот дисбаланс, и он отразится на его собственных детях. Мне жалко детей. Есть замечательная молодежь, она и в Бога верит, в Аллаха, она и язык свой знает, и родителей почитает, потому что почитание родителей в исламе идет на первом месте. И я очень радуюсь, что совершенно юные люди это уже впитали в себя, это несут в себе. И когда возрождается, допустим, национальная одежда, я помню, ты помнишь времена, когда наши невесты появлялись только в европейских платьях, а фаша, сая доставали из сундуков бабушкины наряды, и из уважения к бабушке один раз могли на себя это одеть. А сейчас мы видим то, что мы видим, эту красоту. Я вот помню прекрасно наши студенческие годы, когда тот же курс вот Ибрагима Науржанова, Аслана Мирзоева, они решили устроить джагу между двумя общежитиями. И удалось найти гармонистов, собрать молодежь, но мы не умели танцевать. Да, мы не умели танцевать. А сейчас кто не умеет танцевать? Сколько у нас замечательных детских ансамблей. Джек и кафа, и другие игрища, и танцы, которые стали сопровождать в Нальчике, в Кабардино-Балкарии, ну, можно сказать, из какой-то экзотики стали неотъемлемой частью этой жизни современной. В Абхазии такой же интерес и к одежде, и к нашим символам, и к нашим гербам, символике. Тамга, да, у нас есть. Сейчас выходить замуж с этим и тем самым говорить, я принадлежу вот к такому роду. Это уже не экзотика, а становится принятым. Наверное, так. И я соглашусь с тобой, что нет здесь какого-то насильственного и специального управления на уровне, может быть, государства, а инициатива людей, общества, представителей адыгской культуры, сохранять, приумножать это свое знание. И я, задавая тебе вопрос, что это наш свободный выбор, да, не навязанный абсолютно, убеждаюсь в том, что это действительно наш выбор. Когда мы говорим о том, что люди предпочитают в том числе, если это не так, то ты меня поправь, пожалуйста, Зарин, надевать одежду не свойственную нам, да, потому что мои бабушки, прабабушки и твои, наверное, тоже не надевали ту одежду, которая теперь тоже часто встречается в нашем обществе. И у вас она здесь в Нальчике встречается, и реже, пока еще реже, в Абхазии тоже. Мне кажется, хотя я не эксперт, но смею об этом подумать, мне кажется, что это тоже своего рода защитная какая-то потребность, что ли, участия общества, которая не смогла выразить свою связь с родом и народом, приобщиться к тем людям и к тому знанию, которое может быть более жестко, более твердо, более агрессивно, может быть, распространяется и в нашем обществе тоже. Потому что если мы бы сохраняли вот эту мягкую свою, что ли, связь с нашими предками и не из сундуков доставали в свое время эти платья, а они были бы неотъемлемой частью нашей культуры, то это было бы естественным продолжением. Образовалась, возможно, какая-то пустота. И вот эту пустоту, может быть, более резкие какие-то знания и представители более агрессивного, может быть, и культуры, и способов самовыражения заняли эту нишу. Пустота точно была, идеология, нужна идеология, да? И вот в этот 20-летний период после распада Союза, когда множество зарубежных организаций получили доступ в любые регионы России, вот это все началось. Каждому человеку, каждому разумному человеку нужна опора в жизни. И если мальчик или девочка ищут эту опору в вере, это замечательно.
Другое дело, что мы не должны забывать, что самые известные места, где зарождалась религия, да, люди, которые обитают вот в этих местах, они очень образованы. И я бывала на книжных ярмарках в Эмиратах, и в Шардже, и в Дубае. Была на книжном фестивале в Эр-Рияде, это в Саудовской Аравии. И я вижу, как читают дети, какую литературу они читают. Конечно, для них отбирают и учителя, и родители, но это люди, это народы, которые нацелены на образование. Это значит, что они читают много, и они развиты интеллектуально. Нельзя ограничивать своего ребенка сюжетами из Библии. Что может достичь этот ребенок в будущем? Точно так же мы не можем ограничивать мифологическими сюжетами. Мы всегда двигаемся дальше. Ребенок родился, от родителей он пошел в школу, из школы он идет куда-то, в профессию, и в вуз. И это всегда так было. И в мире это происходит. Мы просто должны понять, что на нашем маленьком пятачке под названием там Северный Кавказ, несмотря ни на что, мы тоже должны быть нацелены на образование наших детей, и чтобы кругозор у детей был расширенный, а не в узком коридоре, чтобы он обитал. Зарин, почему ты такая? Кто рядом с тобой был или есть, что вот это знание и потребность именно в знании, она настолько велика и значима, что ты все равно как свет распространяешь его, все равно этот свет заходит и в самые темные уголки нашего мира, и точно приходит и в Абхазию тоже. Нести свет не знаю, но я точно знаю, что я люблю греться. Греться. Есть теплые люди, есть светлые люди, они были и есть в моей жизни. И их свет меня притягивало всегда. Мне очень повезло в творческой жизни, в бытовой жизни. Это мои старшие сестры, как я уже рассказала, которые много читали дома. Это мой папа, который собирал нам библиотеку. И эти книги, они гуляли по рукам. У нас учителя просили книги в школе, чтобы мы принесли. Это мои преподаватели в вузе. Это Шагинцукова Нина Адамовна. Нина Адамовна просто взяла меня за руку в буквальном смысле и водила меня по кабинетам, так скажем. Да? Вот если я не успела сдать экзамен, если я опоздала, забыла, она помогала мне, потому что... Она ведь тоже очень любила Абхазию. Она очень любила Абхазию и появлялась в Абхазии. Вообще нам очень повезло с преподавателями. В 90-х, в начале 2000-х в Кабардино-Балкарском университете, на филологическом факультете, а сейчас это отдельная ветвь, это называется институт, преподавали замечательные люди. У них был уровень знаний, вот как я бы поехала, допустим, в Москву учиться, я бы тоже была рада, счастлива, но такой возможности не было. Но мне очень повезло с преподавателями нашего БГУ. И дальше человек, с которым я работала почти 15 лет, это Борис Утижев, его имя знают все адыги мира. Это писатель, драматург, поэт, кандидат наук. Он знал родной язык лучше всех, можно сказать. И он был моим главным редактором. И я, кроме того, что он вынужден был меня учить писать, переводить с русского на кабардинский, он мне поручил вести отдел публицистики. И научные статьи, исторические, на разные темы я переводила с русского на кабардинский, пока он не принимал. Я переписывала иногда по 5-6 раз. На 7-й случай я уже плакала, но слезы там не проходили, надо было писать, переписывать.
А сегодня ты возглавляешь коллектив, где пишут в том числе и другие люди. Так? Да. Как ты принимаешь или не принимаешь то, что пишут твои коллеги, сотрудники? Кто-то плачет? Так же, как и ты, когда по нескольку раз должна была Вообще вот править. большая разница все-таки между газетой и журналом. Газета требует, вот, ну, так скажем, вот, сдавать в объеме, это определенный план. Я, оправдываясь этим, снимаю с себя некоторую нагрузку, а с журналистов снимаю, знаете, вот какой момент. Я оставляю за каждой девушкой, а у нас работают девушки, свой стиль, свой почерк. Я не шлифую тексты, но при этом концепцию создаю я. И это не всегда просто воспринимается, потому что журналисты творческие люди. Например, им не хочется знать, слышать от главного редактора, как именно строить интервью. Они говорят, мы сами знаем. Но мне хочется подсказать, я часто очень подбираю вот, героинь, семьи подбираю сама. И когда я знаю, к какому человеку они идут, конечно, я подсказываю. А в чем концепция и идея вот, глобально проекта «Горянка»? Вообще газету создавала не я. Если бы я создавала, я бы точно не открывала бы женскую газету. И это название бы точно не выбирала. Но ее создавали замечательные женщины. Это вот старшее поколение женщин. И я из уважения к ним стараюсь вот это дело продолжать и выпускать газету, которая, ну, соответствует сегодняшнему времени. Ты никогда не прогадаешь, если ты пишешь человеческие истории. Но ты сильно будешь уступать коллегам, если ты будешь хитрить, изображать журналиста, изображать красивую газету и на самом деле не отрабатывать это все, что заложено, все, что требует время. Я очень много времени трачу с удовольствием на поездки. Я появляюсь в селах, в районах. Я сама люблю говорить с нашими героинями. И правильно ли я понимаю, когда ты говоришь уже с точки зрения руководителя вот такого проекта «Горянка» газеты, что нужно отражать реальные события, да, реальные истории людей, тем самым как бы не приукрашенные или не выдуманные с точки зрения глянца, как бы, да, что они содержат какой-то блеск, но глубины там может и не быть. Правильно ли я это поняла? И как ты, может быть, помогаешь раскрывать вот реальную историю человеку, с которым ты общаешься? То есть как увидеть некую драматургию жизни, которая есть в каждом из нас? А самое главное, то, что характерно для нас, для проекта о мудрых женщинах Абхазии, да, и теперь уже не только Абхазии, а нашего адыгского мира, для нас ценно то, как женщина все-таки преодолела некие препятствия, некие трудности, как она сделала выбор в сторону позитивного какого-то и мышления, и действия, и не осталась в боли и в печали, которая бы ее разрушила. И разрушила бы все вокруг. А мы знаем наших адыгских женщин сильных. Если она что-то думает, оно имеет огромное влияние на всех, кто рядом, и, может быть, и далеко. Вот как тебе удается эту драматургию жизни сохранить, но не скатиться в область ну, какого-то черного, что ли, и текста, и пиара, но показать все достоинства и преимущества ваших героинь? Ведь вы про женщин пишете. Наверное, сила в деталях. И, наверное, основная опора в простых людях. Я не ищу людей с регалиями, с дипломами. Но когда мы ставим на обложку юного человека, то это не просто красивое лицо, это обязательно, это успехи девушки, это успехи в профессии, в учебе, это обязательно, потому что это все-таки первая страница издания. Но когда мы ищем женщин, матерей,
бабушек, дочерей, семьи. Вот мы хотим написать про семью. Я каждый раз прошу, выберите нам не тех, кто занял первое место на конкурсе, а кто, допустим, просто очень хорошо содержит свой двор, сад, огород. Это очень показательно в селе. Вот все как на ладони ты видишь. На мое счастье, вот в редакции работают люди тонкого склада. Они очень хорошо разбираются сами в людях, в женщинах. И каждый журналист пишет по-своему. И они очень неравнодушны к этим встречам. И немножко, конечно, есть такое соперничество, дух соперничества. И это все складывается воедино. Зарин, я хочу пожелать, чтобы таких женщин, таких героинь, девушек, девочек, бабушек было как можно больше в нашем мире адыгском, да, чтобы мы с тобой находили их не только далеко в каком-то селе или ауле, но и в городе, в Нальчике, в Баксане, в Тырнаузе, в Сухуме, в Пицунде, в Гудауте, где ценность книги, то, о чем ты говорила про свою жизнь, да, вы жили и учились на книгах, вы собирали библиотеку. Я не знаю, часто ли ты сегодня встретишь такую героиню своего проекта «Горянки», у которой ценность та же, да, что сегодня они собирают книги, или чтение является значительной частью образа жизни. И мы, может быть, сегодня об этом мало говорили, но мы точно знаем, что мы ищем именно таких героинь. И я желаю тебе от всего сердца, чтобы такая женщина была и на обложке «Горянки», и в нашем проекте как типичное лицо женщины и адыгского мира, и абхазского, и кабардинского включая. Благодарю тебя за эту беседу. И, может быть, у тебя есть какое-то слово, которое ты бы хотела произнести, сказать, спросить, пожелать мне или проекту, или нашим замечательным зрителям. Я очень рада, что ты делаешь эту работу. И я думала, что же появится, кроме Абхазо-Адыгского фестиваля, который нас объединяет, что-то такое человеческое, теплое, настоящее. И вдруг приезжаешь ты и говоришь, что ты снимаешь абхазских и адыгских женщин, рассказываешь о них. Пусть таких дел, таких проектов станет больше. И нас никто не обязывает это делать. Мы это делаем для себя. Я абсолютно согласна с тем человеком, который первым сказал, все, что человек делает, он делает для себя. Абсолютно верно, разделяю. Ты хотела мне что-то подарить? Эта книга стихов называется «Круговорот». И, кстати, от этого названия пошло название проекта «Круговорот поэзии». И от круговорота поэзии произошел наш фестиваль «Абхазо-адыгские рифмы на Рице». И у тебя эта книга должна быть. И мы косвенно, наверное, являемся продолжением того, что вы начали в этом круговороте. Скорее всего, так. Так и есть. Благодарю тебя. Очень приятно, моя дорогая Зарина. Спасибо большое. Вот круговорот идей адыгского мира в природе. Спасибо. Благодарю от всего сердца.